Ребята, я снова в поход еду. Снова в ночи. Ничего не видно. Вот остановился на УАЗике. По возможности добираюсь сколько смогу на УАЗике. И остановился вот такой ручей тут. Не знаю, проеду, перееду. Сыро течет. Течет. Так, в принципе, не глубоко тут, но не хотелось бы тут время, конечно, терять. Так. Интересно, там почва какая. Там тоже видно сыро. А дорога вон туда идет. Сейчас попробуем проскочить. Пробуем проскочить. Как получится, не знаю. Самый опасный момент в этом походе — это перепрыгнуть было через этот ручей. Но вроде обошлось все. Проехали. Там уже дальше нормально. Если, блин, застрянешь зимой в такую лужу, конечно, все замерзнет. Неприятно. Все, поедем дальше. Тьма кругом, ничего не видно пока. Все, доехали до нужной нам цели. Мы здесь машину оставляем. И сейчас еще где-то в ночи будем идти час 20 до рассвета по тайге. Перейти надо речку и идти по тайге, тайга. Как рассветет, будем снимать также наш поход. Короче, мы направляемся на вторую избу. Все, это хорошо, что хоть до сюда мы доехали на машине, потому что легче. У меня рюкзак, оружие. Тяжело идти. Лыжи. На лыжах сегодня пойдем. Поход на лыжах будет. А что будет и как будет, буду снимать, показывать. В общем, все. Я сейчас буду заниматься. Одним словом, я сейчас забираю свои вещи. Разденусь, лишнее раздену. Ветерок на улице. 5 градусов тепла. И сегодня 9 декабря.
Первая лунка. Наверное, рябчик тут ночевал, вон. Видно. Такие свежие, вчерашние. Очень много следов у лисы. Это старый, но очень много там свежих уже прошел. Дофига их. Очень много и мышей тоже. Она мышкует там. Я уже на лыжах. Иду, потею. Хорошо пока все. Вон там вдруг я услышал шорох. Прислушался, а там в кустах рябчик выскочил. И здесь вот, в гуще тайги. Под этим елками тоже второй рябчик еще сидел. Они не в лунках, не в снегу, а уже на деревьях. Хотя еще не расцвело. Или на деревьях они переночевали, или же они уже выскочили с лунок. Хотя еще вон тьма, но чуть-чуть уже начало расцветать. Не должны еще с лунок, в принципе, выскакивать. Рановато еще. Интересно. Без фонарика еле-еле видно. Ну все уже. Вон. Начинает потихоньку просыпаться. Новый день начинается. Так. Ну на лыжах, конечно, намного легче идти. Хорошо, что взял лыжи. Долго думал. Так, а тут куница пробежала. Тут куница, это не лиса. Похоже на куницу. Так. Сейчас главное, чтобы свою тропу нужно найти еще. Тут развилка у охотников тоже. Ходят, топчат. Тропинка получается. А нам надо своя. Так. Сейчас пока буду разбираться, что-то я иду, вспоминаю. В темноте непонятно. Метров 30, наверное, прошел туда. Там сосняк, но для меня сосновый лес не нужен. Ну, по другому месту идет тропа. Я, короче, там поднялся, пошел туда. Вернулся, смотрел, какая-то промежуток такой. Здесь пришел, а основная тропинка вот тут моя идет. Вон такая. Короче, ориентир так резко потерял я. Но сейчас тоже все, мы на своей тропе. Но это нужная тропа. Но здесь другие люди ходят осенью за ягодами. Это у ягодника тропинка. Ну и я зимой тоже тут бывает прохожу. Короче, сейчас уже будем идти строго по этой тропе. И вон опять след. Но это уже боровая дичь. Рябчик. Следы рябчика вон. Похоже на то. Вон. Уже удивительно, он живое что-то еще бегает в тайге. И также вот тут уже следы у лисы. А когда от машины там по пустырю шел, там вообще этих следов прям очень много. Там, наверное, мышек ловят они. Ух, как я вспотел. Пока я искал эту тропинку туда-сюда. Буквально там за одним деревом там неправильно шаг сделаешь и уже начнешь блуждать. Так что без дочесов, конечно. Тут сосняк тоже, но это нормально.
Главное, на повороте там елки, я смотрю, должно быть еловый лес. Утыкаюсь там вон туда я, короче. Но это тот же самый уголок, в принципе. Просто одна тропинка вон туда поднимается. Влево. Севера. Получается севера. Как же это? Севера. Северо-запад, да, северо-запад. Чтобы быстрее время как-то прошло, я немножко поболтаю с вами, ребят. Расскажу свою историю и своей жизни. А история такая была. До армии еще в школе учился. Но уже в то время я очень любил ходить в лес, в тайгу. Была уже избушка, первая избушка охотничья, вот, куда на УАЗике обычно я езжу. Госпромхоз еще там на этой дороге, по этой дороге ездил, вырубал лес. Но это до перестройки было, давно. И госпромхоз вот целый день работает, и обратно едут домой. И мы старались выйти на дорогу в это время, приблизительно, когда они будут проезжать, вот мимо нас, скажем, и чтобы по пути нас взяли и поехать. Короче, я был один, ночь, где-то в 4 часа, зимой, сам понимаете, 4 часа уже тьма. Выхожу на дорогу, белки бегают, очень много их. На дорогу выхожу, машины нету. Ну и я потихоньку так, от 14 километров, и в ночи так, иду, потихоньку иду. И уже оставалось до села где-то километров, так, примерно до Алексеевки километра 2, наверное. Километров 10 я, 7, так, подожди, километров 10, да. Я так потихоньку шел, и почти уже дошел до села. Короче, иду, тьма кругом. Не помню уже, фонарик был или нет. Может, даже и был фонарик с собой. Короче, иду. И слева, тут уже тропинка зайчья. Тропинка. Иду и слева. Короче, я слышу волки. Вот когда скажем, ты пробежишь 10 километров или 5 километров, и ты устаешь, и дышишь так. Вот слышали, как будто вот волки вот прибежали рядом, вот буквально 20 метров возле меня стоят. И я их не вижу. Не вижу, но слышу, отчетливо слышу. Я растерялся, испугался. Сейчас, думаю, нападут на меня. Назад оглядываюсь. Обратно идти в сторону, где машина, или же в сторону села как-то. И, короче, я шаг за шагом все шел и иду вперед, в сторону села. И такой поворот, дорога, вот такой поворот. Еще прошел 30 метров, еще раз, и все время вот звук этот. Такой, сейчас думаю, все, хана Олегу. И за поворот так, еще несколько шагов так сделал. И, ребята, я увидел волка. Где-то расстояние до него было с полкилометра. Лампочка горит. И там пилорама работает. Представляете, пилорама работает у колхоза. И пилы, так как сказать, много пил, так пила ходит. Вот такая история. Реально я испугался, как будто вот буквально 20 метров от меня волк. Там отдышка такая у него. Пробежал там 100 километров и рядом встал. Вот это я испугался тогда. А обычная пилорама была. Вот такие дела. Это
Это реальная история. Вот опять куница. Вот буквально каждые 20 метров зверье бегает. Куница, белки, лиса, боровой дичи. Как и на осенней охоте я рассказывал, показывал. Сейчас уже надо, наверное, выключить фонарик. Ну вот уже уже начинает просветать. Но без фонарика следы, конечно, показать не так возможно, но на осенней охоте, ребята, я показал реальную охоту, как было все на природе. Там ничего, боровой дичи минимум в этом году, минимум было. А вот сейчас по снегу очень много следов. Куницы, белки, лисы, зайцы. Все есть. Это уже снег показывает, что лес не пустой, зверье бегает. Пока волков не было, следов волчьих, оленей, лоши пока никто не пробежал. Но если будет, конечно, я также покажу и расскажу, куда, как, кто бежит. Медведи, надеюсь, сейчас уже в берлогах. Они нам не нужны. Пусть спят. А я иду потею. Рассказал немножко, и знаете, так, когда рассказываешь что-то, время быстрее идет. Все, я сейчас еще где-то километра, не знаю сколько, буду идти по такому тайге. По такой тайге сосняк в основном. И выйдем на вырубку. На вырубку включусь. И дальше поговорим, что как. Вот он. Вчерашний след. Да, вчерашний. Примерзло уже. Вот старый след. И вот новый. Ну не так, как сказать, ну, вчера, позавчера вот прошел. А этот след уже чуть раньше. И по одной и той же на маршруту он ходит, бегает. Не знаю, сколько километров за день они бегают, но видно, что по одним и тем же местам. Мне где-то там надо, как сказать, раньше капкан тоже ставил. Это по пути, чтобы времянки там, капканы всегда снимаю. Ну вот, можно сказать, рассвело. Я не знаю, больше, наверное, в таком состоянии сейчас декабрьская погода. Если солнца нету, такая пасмурная погода, и все время, наверное, целый день такой будет. Мы идем. Уже на подходе где-то с полкилометра, наверное, осталось. Вырубка. Там надо передохнуть. Я не рассчитал со штанами. Когда выходил на улицу дома, показалось, что прохладно. А на ходовой охоте эти штаны не для ходовой охоты. Там еще трико. И жарко сейчас мне. Кофту надо одну снять. Оделся не так, как надо. В принципе, у меня на избе там, как сказать, камуфлированные штаны есть потоньше. Уже несколько раз уже здесь пробежал. 1 или 2 раза. Уже тропинка. Это уже у куницы тропинка такая. Ну, 2 раза уже. Видно, что 2 или 3 раза уже по одному уже месту ходит. Я говорил, в этом году куниц очень много. Если хорошая собака по кунице, если работает, то можно, конечно, и за день там 1-2 штуки добыть. Но это уже хорошая рабочая собака, что была. А у меня собаки по горячему следу только, если найдут, и все. А старый след уже не берут. На осенней охоте это вы все видели. Конечно, куницу облаяла, айда, но и я даже сам куницу видел, как он мелькнул перед глазами. И по свежему следу, вот уже старый след.
примерно на этом участке, вот что я прошел, где-то две куницы точно есть. Потому что следы разные. Один крупный след, где-то вот, ну, с яйца, куриного яйца след такой. А второй поменьше. Котенок. Ну, в этом году он родился. Молодой. Вот так. Да. Сюда бы не помешало капкан. Но это от избушки далеко. В принципе, по пути в рюкзаке как-то неохота железкой таскать. Потому что я редко туда поднимаюсь. Но в планах у меня сегодня тоже капканы поставить. Приваду с собой. Несу приваду. И возле избы недалеко так поставим десяток. Фу. Скорость не наберешь тут. Потому что, как сказать, кочки такие. Кочки туда-сюда. Шатающие, в общем. А высокий человек всегда идет шатается. Вот так. Ну там, наверное, уже просвет какой-то я вижу. Меньше полкилометра. Тут тоже вон. Такая красота. Это так приятно, когда ты видишь следы. Любые следы. А тут вообще он свежий. Вон. Снег так прокинул так. И все свежее. Все свежее. С вчерашнего дня, в принципе, не было еще, как сказать, снегопада, но там след, тут тропинка. Буквально там с километра на круги делает тут. И ветерок. Сейчас на вырубку выйдем, хоть там ветерок будет прохладнее. Блин, конкретно я вспотел. Вот такие делишки. Давненько такого не было. Так много следов у куницы, давненько. Эльдорадо не заканчивается. Следы тоже у лисы. Это у куницы. Что творится? Старые следы вон у куницы. Ну, ребята, на вырубку уже выходим. По вырубкам интереснее ходить, конечно. Более издалека можно увидеть кого с деревьев или кто-то на земле бегает. Или косачи будут прилетать. Все можно увидеть. Что творится? Зайчих следов только одного видел. Один след. А куницы очень много. Да и куница давит там. Что лица, что куница. Так. Просека. Прилично сейчас будем шагать по этой просеке. В принципе, дорога, просека. Эта просека выходит на дорогу и буду шуровать прямиком. Сейчас до туда еще пойду. Но буду искать, где вот более удобно посидеть. И вид больше. И дальше, чтобы видно было. Красота, ребята, красота. Это да. Это хорошо. Вон какой крупный след, даже котяра такой крупный. Да, не мелкий, крупный.
Крупный след. Матерый такой, матерый куница. Бегает. Сколько комментариев даже писали. Не вместо ружья лучше носить фоторужье. А я все таскаю с собой. И ружье, и видеокамеру. И у меня все, два в одном. Умные комментарии не умеют писать. Только негатив пишут и все. Очень много негатива идет. Что за народ? Последний шест, куда я ставил капкан. Идем оттуда. Следующий, наверное, вон там, где-то далеко. Где-то тоже метров 600, наверное, не меньше. Там последний капкан в этой окружности. Здесь более лес такой, плотный ельник и собственно. А там уже пустые вырубки. И вон след тоже куницы. Если поставить капкан сюда, здесь переход видно тут. Тоже бывает. Потому что там голая вырубка уже дальше там голые вырубки пойдут. Я все еще иду в надежде где-то сесть, такой валежник ищу. Но наверное, придется просто снять лыжи или на лыжах посидеть. Вот так. Тропинка уже у зайца. Зайцы пробежали, и за ним уже куница тоже по следу бегает. Вот зайцы. Чик-чик-чик-чик. Тропинка. Думаю, если не ошибаюсь, это уже старенькие и как-то прыжки, как у выдры. Но выдра-то в тайге не должна быть. Но бывает так, переход тоже делает из одной речки на другую. Даже очень много километров, по 5 километров переход делает. По тайге это бывает тоже, но и здесь куница тоже по следу, короче, идет. Кто кого успевает, тот и жрет. Не успел убежать, все. Тебя никто не жалеет. Как в жизни. Жизнь так же. Кто сильнее, тот могучее. Ну, уже тут ветерок. Да. И по пустырю бегают. Вот будем идти тут и вдаль смотреть. Просто вдаль. Где кто может мелькнет, чтобы увидеть. А в гуще леса там, конечно, мало что увидишь. Бесконечно такие следы. Такие волока. Хорошо, скажем, хотя бы на 3 километра один глухарь сидел. Увидеть. А сколько километров так проходишь и ни одного. И время сейчас уже такое, что уже должны они выходить. Сейчас они уже должны быть на деревьях. С лунок уже выскакивать. И старых лунок ничего нету. Ни у косачей, ни у глухарей. Вот так. Ну, в принципе, я иду дальше. Там площадка будет, там уже, наверное, точно перекур будет.